Свою пресс-конференцию Атгур Ардзинбе начал с перечисления событий, предшествующих кризису в энергетике и экономике. Лидер Абхазского народного движения привел цифры, свидетельствующие о росте энергодефицита на фоне решения о легализации майнинга. 21 сентября 2020 года был легализован майнинг. Но перед этим хочу вам напомнить, что глава государства, экс-глава государства Аслан Бжания ездил по районам Абхазии, в частности в Ачимчирском районе. В одном из своих выступлений он агитировал общественность заниматься майнингом. Далее, к чему это привело? Вот официальная статистика РУП Черноморэнерго. Основные показатели потребления электроэнергии за 2019-2023 год включительно. Если мы по итогам 2019 года имели общий объем потребления в стране 2 миллиарда 063 миллиона киловатт-часов, то уже в 2021 году объем потребления увеличился практически на 1 миллиард киловатт-часов и составил 2 миллиарда 913 миллионов 900 тысяч киловатт-часов. Мы, как представители общественности, предупреждали о том, что это пагубное решение. Мы называли это, и это уже очевидно, мы называли это экономической диверсией. Нас никто не услышал. Шла целенаправленная работа по уничтожению стратегической отрасли абхазской экономики. Сегодняшнее положение вещей – это как раз результат деятельности вот этих вот экономических диверсантов, которые, еще раз повторю, целенаправленно, последовательно делали все для того, чтобы привести ситуацию к максимально кризисной, и на фоне и под нажимом этих обстоятельств привести общество к тому, чтобы общество было готово пойти на любые уступки перед иностранным инвестором, перед кем угодно, лишь бы сохранить в доме электричество и так далее. По мнению Атгура Ардзинбе, к ситуации, в которой сегодня находится страна, команда экс-президента Аслана Бжания привела сознательно. Еще в 2022 году подписали соглашение, в рамках которого софинансирование заработных плат разных категорий бюджетников было напрямую привязано к обязательствам, так называемым обязательствам абхазской стороны, которые взял персонально экс-президент на себя. Закономерный вопрос возникает. Когда он брал эти обязательства на себя и привязывал эти обязательства к выплатам бюджетникам, он спросил у народа, готов ли народ получать заработную плату в обмен на то, что он лишится своей суверенной энергетической системы, готов ли народ в обмен на то, чтобы так называемый инвестор, а это никакие не инвесторы, инвестор в Абхазии желанный гость. В 2022 году, когда они брали эти на себя обязательства в привязке к софинансированию, они должны были понимать, что там есть абсолютно невыполнимые вопросы. И то, что сегодня они пытаются вот этот нарратив в общество внедрить о том, что если бы мы вот это соглашение ратифицировали, то проблем бы не было. Там же еще и другие вопросы. Там в этом документе, который подписал экс-президент, там были вопросы апартаментов тоже. И ряд других вопросов. Но у меня возникает вопрос. Я много лет проработал в правительстве, в администрации президента. Возникает закономерный вопрос. Они говорят, что если бы это произошло, было бы так. Ну, скажем, даже согласимся с вами с этим. Это план А. А какой был план Б? Ведь все понимали, что эти инициативы антинародные вызывают большой резонанс в обществе. Когда правительство формировало бюджет на текущий год, 2024 год, не заложив ни одного рубля, ни одной копейки на приобретение электричества извне, они говорили о том,
И их действия подтверждают, что они делали все для того, чтобы привести нас к этой ситуации. Иначе, если бы они заложили бы определенные резервы, так называемый план «Б», но никакого плана «Б» у них не было. И это говорит о том, что это целенаправленная была политика, это диверсионная работа. А как они тратили деньги? Вот бюджет Министерства финансов, например. Вот как пример вам приведу. С 46, с 40 миллионов до 170 миллионов увеличился. 33 миллиона направили только на вот новое Министерство энергетики, транспорта и так далее. В фонде президента непонятно, что происходит. Фонд премьер-министра на сегодняшний день, вот когда вот исполняющий обязанности премьер-министра Валерий Шухович Ганба приступил к работе, в фонде премьер-министра уже был минус больше 100 миллионов рублей. Где деньги? Где деньги, о которых подряд несколько лет рапортовали наши чиновники о том, что план перевыполнен, о том, что у нас интенсивным образом увеличивается собственная часть бюджета. Где эти деньги? Куда они делись? Адгур Ардзинба обвинил экс-президента во внедрении тезиса об антироссийских настроениях в Абхазии. Это называется государственная измена. За такие вещи эти люди должны быть привлечены к ответственности. Надо заканчивать исторический период, когда, что бы ни происходило, люди уходили в отставку, потом безнаказанно ходили здесь по Абхазии, еще политической деятельностью занимались. Необходимо привлечь этих людей к ответственности, и это будет сделано, альтернативы этому нет. Конечно, никто не говорит, что пол Абхазии надо посадить, чтобы другая часть, половина их охраняла. Речь идет конкретно о нескольких персонах. В первую очередь это экс-президент Аслан Бжани, который своими действиями пытался разрушить все, что мы строили 30 лет, который своими действиями сделал все, чтобы отношения между Абхазией и Россией были разрушены. Ну, что касается его личного благосостояния, ну, вы, наверное, уже ознакомились с некоторыми документами, которые, я подчеркиваю, некоторые, есть еще другие материалы, которые будут, я думаю, опубликованы потом позже. То есть человек, который занимался личным обогащением, своим собственным, ради своего личного обогащения подставил нас всех. Вот что произошло, уважаемые граждане. Но у любого кризиса есть и обратная сторона. У любой проблемы есть и что-то хорошее. Настало время по-честному, по-братски, по-дружески перезагрузить наши отношения с Российской Федерацией. Это новый этап, который позволит нам открыто, честно, не обманывая друг друга, выстроить отношения. Ложь, которая исходила от экс-власти, привела к определенным негативным последствиям. Мы вместе, весь народ, вся общественность сделаем все для того, чтобы в очень короткие сроки все это исправить. Говоря о решении проблемы энергетического кризиса сейчас, Адгур Ардзинба сообщил, что, на его взгляд, необходимо провести масштабную борьбу с майнингом. С недавнего времени, как экс-президент ушел в отставку, специалисты Черноморэнерго открыто стали говорить о том, что главная проблема – это майнинг. До этого это не происходило. Были виноваты абсолютно все, кто угодно, но правду никто не говорил. Сейчас уже они правду говорят. Поэтому вот такая ситуация. В этой ситуации, уважаемые друзья, мы находимся с вами на исторической развилке. Да, очень тяжело, но мы справимся с вами. Мы преодолеем этот кризис. Мы выстроим честные, партнерские, еще раз повторю, честные отношения с Российской Федерацией. У нас другого союзника и партнера нет и быть не может.
но нам нужно перезагрузить наши отношения. Хватит друг друга обманывать, хватит формировать ложные ожидания, хватит давать обещания нереализуемые, которые общество не принимает. Для того, чтобы будущий президент завтра приехал в Москву или кто-то приехал сюда, общаясь с нашими коллегами, мы должны выражать мнение народа. Не спросив у людей, давать какие-то нереализуемые обещания, это неправильно. Вот к чему это приводит по текущей ситуации мы видим. Да, в этом году будет тяжело. Мы все испытываем огромные неудобства. Экономике Абхазии нанесен огромный ущерб. Но исходя из того, что на данный момент, ведь хочу с вами поделиться еще о том, что у нас даже за эти 4,5 года даже информацию никто не давал о том, что происходит. Сейчас вся информация доступна, мы проводим анализ, мы взаимодействуем с энергетиками. Есть понимание о том, что вот этот кризисный период мы пройдем, и уже в следующем году в это же время будет кардинально другая ситуация. Да, будут ограничения. Никто не говорит, что проблема будет решена мановением волшебной палочки, но поступательная, пошаговая программа разрабатывается, в рамках которой уже в следующем году будут определенные изменения, через год еще будет ситуация лучше, а по оценкам специалистов в течение 3-4 лет удастся полностью стабилизировать ситуацию. Вот такой прогноз. Это тяжелый путь, но это путь, который нам позволит сохранить нашу энергетическую систему в собственности народа, в собственности государства. Это путь независимого государства. Говоря о том, как глобально решить проблему с энергетикой, Атгур-Ардзинбе предложил следующий план. Есть план по выходу из текущей ситуации, где уже в следующем 2025 году будут предприняты определенные действия, которые позволят резко сократить потребление. Это первое. Второе, значит, в летний-осенний период, если будет такая необходимость, государство приобретет электричество для того, чтобы перекрыть в перспективе дефицит, который может образоваться зимой 2025 года. Это не говорит о том, что зимой 2025 года у нас не будет веерных отключений. Они будут, это неизбежно. Но они, конечно, будут совершенно в других параметрах, несравнимы с тем, что сегодня. В 2026 году ситуация будет уже намного лучше. А в 2027 году, по нашим прогнозам и по прогнозам специалистов, я имею в виду все мы, общество. Здесь какая бы завтра власть ни пришла, без общества ничего не получится. Открыто, гласно все эти процессы необходимо будет предпринимать. И мы к концу 2027 года, по оценке специалистов, уже выйдем на определенный баланс. Вот такой план. А на сегодняшний день ситуация, да, вот такая, критическая. В завершение Атгур-Ардзинбе ответил на вопрос о конституционной реформе, заявив, что поддерживает реформирование и считает нужным создать рабочую группу. Элеонора Гилаян, Торник Амичбе, Тимур Гугухи, Абаза ТВ.